Далее предлагаем обзор экономических, мировых, спортивных и других новостей. И для начала озвучим актуальный курс валют. По информации Центробанка России, 1 доллар сегодня стоит 72 рубля 66 копеек. Евро остановился на отметке 84 рубля 30 копеек. Покупает сегодня американскую валюту по лучшей цене Россельхозбанк за 72,55, а продает по лучшей цене Алмаз-Эргенбанк за 72 рубля 98 копеек. Самый выгодный курс покупки евро сегодня у Алмаз-Эргенбанка – это 84 рубля ровно. Продает по лучшей цене Азиатско-Тихоокеанский за 84 рубля 47 копеек. Российское правительство выступило с предложением поднять минимальный размер оплаты труда с начала 2022 года до 13 617 рублей. Реализация законопроекта будет проведена за счет средств, предусмотренных на будущий год в соответствующих бюджетах бюджетной системы Российской Федерации. Отметим, что с января этого года минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации составляет 12 792 рубля в месяц. Михаил Мишустин подчеркнул, что рост минимальной оплаты труда до уровня выше 13,5 тысяч позволит увеличить заработную плату около 3 миллионов работников в России. Регистрация следующих договоров долевого участия станет проще и оперативнее. Теперь расширенный пакет документов потребуется для регистрации договора только самым первым дольщикам, который покупает жилье в новостройке. Кроме того, в Росреестр можно будет передавать любые документы через нотариуса. Ранее это можно было сделать только если сделка была нотариально удостоверена или права на недвижимость появились после другого нотариального действия. Нотариус должен будет направить документы в Росреестр заказным письмом с уведомлением в течение 2 рабочих дней. Эти изменения актуальны для тех, кто не обращался к нотариусам для удостоверения сделки, но по каким-то причинам не может сам направить их в Росреестр. В Айхальском горнообогатительном комбинате будут экономить на электроэнергии. В обогатительной фабрике номер 14 внедряют новые технологии в процесс транспортировки руды внутри фабрики. Продукты обогащения, прошедшие первичную обработку перед классификацией на классы крупности, подавали с помощью гидротранспорта. Эта схема предусматривает перемещение материала с помощью насосов в потоке воды. Теперь сырье для обогащения будут подавать в обезвоженном состоянии элеватором. Ожидается, что это значительно сократит расходы на запасные части для насосов и электроэнергию. На реализацию проекта перехода с одного вида транспортировки руды на другой Алроса направила 16 миллионов рублей. Подготовительные мероприятия для реализации проекта начаты в сентябре текущего года. Мероприятие это будет сейчас полным ходом начинает свою реализацию. Я думаю, что до конца года оно будет реализовано. На 1 октября выявлено 215 новых случаев коронавирусной инфекции. В столице региона зафиксировано 127 случаев заражения. В Мегино-Кангаласском районе 13, в Амгинском и Вилюйском районах по 7 случаев. По 6 заболевших в Алданском и Нерюнгринском районах, по 5 в Верхоянском, Намском и Татинском. В Ленском районе зафиксировано 4 случая заражения. Еще в 17 районах республики выявлено от 1 до 3 случаев заболевших. В Якутске состоялось открытие отделения сестринского ухода Республиканской клинической больницы номер 3 для паллиативных больных. В новом стационаре предусмотрено 15 коек для тяжелобольных пациентов. Среди них люди с различными формами деменции, последствиями инсульта, перенесшие ковид-инфекцию. Также реабилитацию здесь проходят и пациенты пожилого возраста по социально-психологическим показаниям. Кроме врача и медсестер, лечение здесь назначают и специалисты узкого профиля больницы номер 3. Это хирург, психиатр и врач физической и реабилитационной медицины. Порядка 8 лет назад в республике был принят федеральный закон о медико-социальной помощи лиц пожилого возраста. И вот один из этих проектов сегодня здесь реализуется, потому что объединить эти усилия, наверное, это один из таких серьезных вещей. Кроме того, вторым моментом, здесь работает не только медицинское учреждение, но и совместно с автономной некоммерческой организацией, которая является победителем фонда президентских грантов. Срок действия упрощенного порядка оформления справок по инвалидности продлили до 1 марта 2022 года. Такое постановление правительства уже вступило в силу. Временные правила для граждан с инвалидностью и работников, пострадавших на производстве, были введены из-за коронавируса в прошлом году. Отметим, что срок их действия заканчивался 1 октября, а теперь их продлили до марта следующего года.
В городе Алдан открылась библиотека нового поколения. Напомним, в этом году Алданская библиотека имени Николая Алексеевича Некрасова получила 10 миллионов рублей, став победителем конкурсного отбора в рамках национального проекта «Культура». После завершения модернизации на первом этаже в библиотеке расположена открытая библиотека. На втором этаже смарт-библиотека. Также оборудованы зоны тихого чтения, коворкинга, студия звукозаписи, VR-комната, игровая, смарт-лаборатория с 3D-оборудованием и всем, что необходимо для занятий робототехникой, а также библиокафе. В актовом зале установлен светодиодный экран. Также из районного бюджета были выделены средства для приобретения новых книг. Отметим, в этом году Алданская библиотека отмечает свой 85-летний юбилей. Якутские дети проводят больше времени за электронными устройствами, чем дети в остальных регионах страны. К такому выводу пришли ученые проекта «Лаборатории детства». Пока ответить точно, что повлияло на такую статистику, ученые не могут. Однако выдвигают предположение, что причиной могли послужить недостаточная вовлеченность родителей в процесс воспитания ребенка, а также длительный зимний период, когда длительное пребывание на улице приходится приостановить. Между тем, задача проекта «Лаборатория детства» – это организация научных исследований в области физического здоровья и психического развития детей дошкольного возраста, создание и внедрение инновационных программ и методик дошкольного образования. Мы бы хотели, безусловно, порекомендовать всем: любовь к ребенку – это не доступность всего и вся ему. Любовь к ребенку проявляется в общении, воспитании его, а не в вседозволенности. Это очень четко необходимо понять каждому родителю. Только так можно добиться высокого уровня воспитания, развития, в том числе интеллектуального развития ребенка. В Нерюнгринском районе в этом году планируется завершить работы в 84 многоквартирных домах на общую сумму почти 580 миллионов рублей. В 9 многоквартирных домах города Нерюнгри планируется ремонт, замена, модернизация 18 лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений. В первую очередь будут закрывать работы, которые привязаны к температуре наружного воздуха. Заканчивают работы по фундаментам, фасадам и кровлям. Сегодня на территории Центрального округа состоялось открытие еще одной теплой остановки. В условиях Якутии такие остановки являются необходимостью и служат удобством для горожан, пользующихся услугами общественного транспорта. Ожидая автобус на остановке, горожане и гости столицы смогут приобрести и свежие продукты из Анабарского района. Что там будут продавать, нам расскажет Ульяна Шагина. Она с нами на прямой связи. Добрый день. Мы действительно находимся на остановке рядом с Якутской гимназией. Здесь вторая по счету остановка, которую открывает город Якутск. И ее передали на обслуживание Анабарскому району. Это произошло в рамках межмуниципальных отношений. И теперь обслуживанием и внутри продажей здесь на теплой остановке будет заниматься Анабарский район. Более подробно об этом нам расскажет Николай Степанов. Добрый день. Добрый день, дорогие жители республики, города Якутска, гости. Значит, у нас на улице Пояркова. Вот сегодня мы передаем в Анабарском районе остановку сельхозтехникум. И здесь они будут реализовывать свою продукцию сельскохозяйственную. Это делается в рамках межрайонных соглашений для того, чтобы упорядочить, сдерживать повышение цен на продукцию сельского хозяйства. До этого мы передавали остановку на улице Лермонтова Намского района. В очереди у нас Мегино-Хангаласский район, Верхневилюйский, Хангаласский. И так будет дальше продолжаться. В течение года, до конца года должны ввести 17 таких теплых остановок по всей территории города Якутска. Это, конечно, безусловно, самое главное, что в таких крайне тяжелых природных условиях у людей будет возможность в тепле ожидать автобус, и в том числе покупать уже по себестоимости, по низкой цене продукции сельского хозяйства. Спасибо большое. Но я скажу, что здесь установлен пандус. Если зайти внутрь, здесь и тепло, и, во-вторых, здесь
скамейки, чтобы люди могли в спокойной обстановке и в тепле ожидать автобус. Здесь будет монитор, да, еще? Позже здесь будет монитор, чтобы выслеживать номер и когда подъедет автобус, время автобуса. Но я скажу, что реализовать продукцию будет здесь Анабарский район. Мы здесь смотрим мясо, рыба. Что у вас тут есть? Расскажите. Омутёща, муксунтёща. Ну, у нас есть около 20 наименований продукции, да. Все делается на территории Анабарского района, в селе Саскалах, а также в поселке Юринхая. Ну, хочется сказать то, что самый дальний район нашей республики стал намного ближе для жителей и гостей нашей столицы. Ну, все это благодаря реализуется в рамках нашего соглашения, которое было подписано с нашей главой Иваном Ивановичем Симоновым, а также главой города Якутска Евгением Николаевичем Григорьевым. Да? В этом наименовании, в этом соглашении были включены около 20 мероприятий в сфере сельского хозяйства, а также экономики, благоустройства, ЖКХ. Ну, хочется сказать то, что за это время у нас уже образовались такие тесные добрососедские отношения. Что можно сказать еще? Ну, вы будете еще обслуживать, да? Да, вот. Ну, у нас соглашение подписано о безвозмездном пользовании. У нас входит это содержание теплой остановки, получается, да, это видеонаблюдение, пожарное, также благоустройство внешнее и внутреннее, получается. Ну, удобно? Удобно в центре города? Удобно в центре города, да. Выражаем благодарность коллективу окружной администрации, а также коллективу МУПа ЯПАК, который находится на балансе этого предприятия. Ну, приходите, приобретайте нашу продукцию. Мы уверены, что наша продукция будет радовать жителей и гостей нашей столицы. Ну, я еще раз напомню, что в течение года таким вот образом откроется еще 17 остановок в городе, где уже другие улусы также будут реализовывать свою продукцию. У меня на этом все. Передаю слово коллегам. Благодарю, Ульяна. Напомню, с нами на связи была наша коллега Ульяна Шагина. А мы переходим к другим темам. Отец, который контролировал жизнь Бритни Спирс в течение 13 лет, отстранен от опекунства по решению суда. Поп-звезда написала в социальных сетях, что находится на 7-м небе от счастья. Подробности многолетнего дела расскажет Анастасия Дмитриева. Сторонники движения «Free Britney», собравшиеся у здания суда Лос-Анджелеса в среду, разразились радостными возгласами, услышав решение. Отец Бритни Спирс вышел из игры. После этого певица написала в Инстаграме, что, цитата, «она на 7-м небе от счастья». Судья Верховного суда Лос-Анджелеса Бренда Пенни отстранила Джейми Спирса от опекунства над дочерью. Отец получил статус попечителя в 2008 году. Тогда у Бритни начались психологические проблемы из-за развода. Но временная мера растянулась на 13 лет и позволила мужчине полностью контролировать все аспекты личной и профессиональной жизни поп-звезды, а также распоряжаться ее состоянием в $60 миллионов. Пенни сочла, что сложившаяся ситуация ненадежна и токсична. В то же время опекунство над 39-летней Спирс остается в силе. Распоряжаться ее состоянием будет профессиональный аудитор. На этом настаивала сама Бритни и ее адвокат. Спирс не участвовала в слушаниях в среду. Ее позицию представлял юрист Мэтью Розенгард, который поблагодарил поклонников певицы за их поддержку. Я занимаюсь этим вопросом всего пару месяцев, но с гордостью могу сказать, что мы очень хорошо узнали друг друга. Она очень рада и благодарна всем вам. Общественная поддержка поп-звезды возросла с тех пор, как она в июне во всеуслышание рассказала о своей жизни, назвав опекунство оскорбительным и унизительным. Документальный фильм «Бритни против Спирс», выпущенный «Нью-Йорк Таймс» на прошлой неделе, утверждал, что телефоны спальни певицы прослушивались сотрудниками службы безопасности, работающими на отца. Он заявил, что эти действия были в пределах его полномочий. Окончательное слушание по вопросу опекунства над Спирс назначено на 12 ноября. Бразильские ученые открыли ранее неизвестный науке вид динозавров, который обитал на территории южноамериканской страны около 230 миллионов лет назад. Подробности в материале Никиты Конева. Бразильские палеонтологи обнаружили новый вид плотоядных динозавров, которые бродили по территории страны около 70 миллионов лет назад. Его назвали Курупи-Итаата в честь одного из сверхъестественных существ из мифологии южноамериканских индейцев Гуарани. Он относится к семейству Абелизаврид.
Двуногого хищника отличали сильные задние конечности, мощный жесткий хвост и короткие передние лапы. Представители вида достигали в длину 5 метров, и, судя по всему, их тела хорошо подходили для бега. Исследователи обнаружили кости Курупи Итааты в Монте-Альто в штате Сан-Паулу, одном из самых богатых на подобное открытие мест страны. Ученым удалось идентифицировать позвонки и таз динозавра. Сейчас исследования других окаменелостей все еще продолжаются. Первые фрагменты останков ящера были обнаружены еще в 2002 году. Теперь модель хищника и его кости выставят в местном палеонтологическом музее. Бывший президент Франции признан виновным в незаконном финансировании избирательной кампании 2012 года. Суд в Париже приговорил его к 1 году лишения свободы под домашним арестом. Более подробно о заключении Николя Саркози в следующем сюжете. Проигранная в 2012 году кампания за переизбрание на второй срок до сих пор аукается бывшему президенту Франции Николя Саркози. В четверг Парижский суд постановил, что экс-глава государства виновен в незаконном финансировании своей попытки сохранить пост и власть. Обвинение доказало, что он потратил в 2 раза больше разрешенных 22,5 миллионов евро, а затем нанял дружественную фирму по связям с общественностью Big Million, чтобы скрыть расходы. Саркози приговорен к 1 году лишения свободы, но в тюрьму не сядет. Он будет отбывать наказание под домашним арестом и с электронным браслетом. Сам Саркози отрицает какую-либо свою вину. Суд пришел к заключению, что он мог не знать всех деталей мошеннической схемы, но должен был видеть, что лимиты расходов нарушены, и ничего не сделал, дабы исправить положение. Бывший президент не появился на слушаниях, его представлял адвокат Тьерри Эрзог. Юрист сказал, что его доверитель обжалует приговор. Вынесенный в четверг вердикт уже второй в биографии Саркози. В марте он получил 3 года тюрьмы, 2 из них условно, за попытку подкупа судьи в 2014 году. Тот приговор он уже обжаловал. Разбирательство может идти годами, что позволяет оставаться на свободе. На севере-востоке Китая продолжаются масштабные отключения электроэнергии. Это, в свою очередь, может повлечь крах некоторых отраслей бизнеса, в чем признаются руководители местных предприятий. Подробности узнавал Сергей Берец. Руководители нескольких заводов на северо-востоке Китая заявили в четверг, что их предприятия не выживут, если власти продолжат отключение энергии, которое практикуют в регионе в последние дни. Пекин изо всех сил пытается поставлять больше угля коммунальным службам для восстановления подачи, поскольку этот район КНР столкнулся с самыми серьезными перебоями с электричеством за последние годы. Особенно остро кризис затронул провинции Ляонин, Хэйлунцзян и Цзилинь, где проживает почти 100 миллионов человек. С прошлой недели более 100 компаний, занимающихся различными видами деятельности, от производства электронных компонентов до добычи золота, уведомили рынки о приостановке работы в связи с перебоями с поставкой энергии. Насколько я знаю, это первый раз, когда в Шэньяне были такие перебои. Я терплю убытки. Приходится арендовать электрогенератор, который обходится мне в 3000 юаней, плюс расходы на дизельное топливо. Так что в день я трачу около 7-10 тысяч юаней. Электричество мне обходилось в 1000. Но такова ситуация. Отключение электроэнергии продолжалось 4 дня. Честно говоря, пока мы можем себе это позволить. Но если это продлится дольше, то затраты будут слишком велики, и мы не выживем. Дефицит был вызван резким ростом цен на уголь, который обеспечивает около 2/3 производства электричества в Китае. Правительство уже заявило, что его приоритетом будет электроснабжение и отопление домашних хозяйств зимой. Сегодня в Жатайском техникуме открыли мастерские по 4 компетенциям. Благодаря новым мастерским образовательное учреждение сможет обеспечить республику высококвалифицированными профессиональными кадрами. На открытии мастерских сейчас работает наша съемочная группа. Передаю слово моей коллеге Мадине Халиковой. Мадина, приветствую, ждем от тебя подробностей.
Надежда, добрый день. Да, действительно, мы сейчас находимся в Жатайском техникуме, и здесь радостное поистине событие. Открытие 4 мастерских и по разным направлениям, которые вы уже озвучили. И мы находимся в одном из залов, одной из мастерской. Это мобильная робототехника. И вы можете видеть, нам уже показали, как здесь работает робот. Этот робот, кстати, может работать и под землей, и на земле, и даже в открытом космосе. И студенты техникума будут его программировать и конструировать вот такие замечательные конструкции. Ну а также я хочу вам рассказать, что сегодня уже состоялось торжественное открытие. Здесь приехали руководство региона, и сейчас со мной рядом находится первый заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия Дмитрий Садовников. Дмитрий Дмитриевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, этот проект сделан в рамках нацпроекта образования. Как республика сейчас участвует в нацпроектах и насколько важно создание вот таких мест? Безусловно, сегодня очень радостное событие для Жатайского техникума в рамках национального проекта образования по линии «Молодые профессионалы». Вот, вводится 4 мастерских. Я знаю, что вот по республике их уже более 30, и 5 муниципальных образованиях, в том числе, получается, в городском округе Жатай, сегодня радостное событие. Безусловно, в работе правительства, да и республики, учреждений, городских рабочих предприятий специалисты очень востребованы, рабочие специальности. И сегодня вот то, что техникум по своей стези, она идет по тому историческому пути, которого она шла. Это, в частности, развитие речного, скажем, пароходства с вводом Жатайской судоверфи, когда у нас еще дополнительно будут востребованы 600 рабочих мест. Конечно, эти рабочие специальности очень нужны будут. И те вот современные технологии, которые сегодня открыты в рамках этих мастерских, безусловно, дадут тон и в работе Жатайской судоверфи. Спасибо большое, Дмитрий Дмитриевич. Надежда, я еще хочу сказать о том, что действительно благодаря вводу этих 4 мастерских можно обеспечить республику высококвалифицированными кадрами в разных направлениях. Ну а подробности мы расскажем сегодня в вечерних выпусках. Надежда. Благодарю, Мадина. Остается надеяться, что выпуск специалистов не заставит себя ждать. Напомню, с нами на связи была наша коллега Мадина Халикова. Певец Победы Александр Самсонов подарил фонду Саха-Радио более 20 аудиодисков. В переданном фонду материалах включено 400 песен. Это патриотические, гражданские, советские произведения разных годов выпуска, исполненные заслуженным артистом России на якутском и русском языках в течение всей его жизни. Александр Самсонов начал вести благотворительную деятельность по патриотическому воспитанию населения, в особенности молодежи. Он посетил все районы Якутии, где давал двухчасовые концерты для ветеранов, студентов и школьников, а также проводил классные часы на военно-патриотическую тему. Я думаю, что все-таки вот я над Ее Величеством песней занимался всю жизнь. Это моя любовь, мое страдание, моя защита, вот, и страсть большая. Потому я от души дарю эти песни, да, и надеюсь, что они будут сохраняться и звучать время от времени, да. Директор некоммерческой организации «Союз Авто» Андрей Косицкий назвал ложной информацию о том, что 1 октября половина городских автобусов не выйдет на линию. Напомним, ранее в сети появились сообщения, что 1 октября заканчивается техосмотр у тех автобусов, которые не успели его пройти. Отмечалось, что в Якутске только один пункт техосмотра, который может принять не более 20 автобусов в день. Соответственно, более половины автобусов, как утверждалось в сообщении, не выйдет на линию. При этом Косицкий подтвердил, что в городе сегодня действует всего один пункт техосмотра, принимающий автобусы. Вопрос об открытии дополнительных пунктов сегодня решается совместно с Минтрансом республики.
Самый пожилой водитель России – Иван Курбаков. Ему 100 лет, он живет в Геленджике и до сих пор водит старенький внедорожник. По данным Росстата, средний возраст водителей в России составляет 36 лет. Одни считают, что водить в преклонном возрасте опасно, ссылаясь на зрение и слабые сосуды. Другие же, напротив, уверены, что возраст не помеха, и пожилые водители гораздо более внимательны. Наши коллеги познакомились с героиней, которая относит, несмотря на возраст, все-таки решила сесть за руль автомобиля. Подробности далее. С Валентиной Медецкой ездить не страшно. Она все правила дорожного движения знает на зубок. В повороты входит плавно. Валентина Михайловна – самая взрослая выпускница автошколы МРТК за всю ее историю. Валентина Медецкая не из робкого десятка. Сесть за руль автомобиля мечтала с молодости. Муж отговаривал, мол, не женское это дело баранку крутить. Однако к своей мечте пришла, пусть и в 72 года. Инструктор зрелую ученицу считает редким экземпляром. И в возрасте уже они более ответственны, относятся ответственно на все задания, на все правила, теоретические правила, ПДД, все. А молодые как бы быстро все подхватывает, но бывает и неответственно. Средний возраст водителей в России 36 лет. По данным Автостата, именно в этом возрасте люди приходят учиться и сдавать на права. Водителей, которым за 50, всего 7%. В России права может получить гражданин любого возраста, если он проходит медосмотр. Некоторые мирницы считают, вождению все возрасты покорны. Ну, смотри, как человек себя чувствует, какое состояние здоровья у него. От этого зависит, он в порядке. Почему нет? Почему бы нет? Конечно, стоит, если человек в состоянии. Ну, в 100 лет, конечно, это бессмысленно, а я бы получила. Как говорил оратор Римской империи Квинтилиан, учиться никогда не поздно. Тем более у нашей героини есть веская причина водить авто. Очень любит охоту и рыбалку. Каждый сезон, вот уже 50 лет, с мужем покоряют тайгу. Мы все время вдвоем ездим в тайгу. И иногда бывает очень даже не штатная ситуация. Колесо прокололось, да? Где-то мы напоролись на что-то, на пенек залезли или еще что-то. Где-то надо подвернуть, предположим, убить того же глухаря, да? Ружьем. И поэтому вот обязательно нужно, чтобы еще жена умела водить. А поэтому, мне кажется, женщина сейчас, и поэтому мне сам Бог велел научиться. Учиться в преклонном возрасте несложно. Валентина Михайловна доказала на своем примере. Экзамен по теории сдала с первого раза на отлично. А ведь нужно было выучить 800 билетов. И инструкторы Валентина Михайловна уверены, к концу октября женщина получит заветные права и будет катать не только мужа на охоту, но и детей с внуками. Анна Брянская, Александр Еремин, телеканал «Алмазный край». Путешественник из Ростова-на-Дону автостопом добрался до Якутии. Иван Шматов уже второй год совершает кругосветное путешествие. В планах у Ивана отправиться в Колымский край, в Магаданскую область, а затем посетить Камчатку. На сегодняшний день путешественник посетил 10 стран Юго-Восточной Азии. Путешествует преимущественно автостопом. Якутию посетил впервые, на днях увидел комплекс царства вечной мерзлоты и Кангаласский мыс. Менталитет людей, вот я что заметил, дальнобойщики, они все с друг другом вот так вот здороваются, когда едут. То есть на Западе такое не характерно. На Западе, если люди будут так смотреть на тебя с опаской, типа, что какой-то чувак едет, там, я лучше проеду мимо и не остановлюсь, то вот здесь это как-то более лояльно, что ли. То есть люди понимают, что если тебя не подобрать, то он замерзнет, или его медведи съедят, или еще что-то. Хотел бы, конечно, Ленские столбы посмотреть. То есть это тоже одна из достопримечательностей, так сказать, Якутии. И вот город Мирный еще. Там вот где алмазы добывают, такой большой кратер. Тоже хочется посмотреть. В 2024 году в автодорожном округе Якутска планируется ввести в эксплуатацию крытый хоккейный корт со спортзалом. Он будет находиться в микрорайоне Звездный. На спортивном объекте будет не только крытый каток, но и универсальный спортивный зал. Ранее сообщалось, в микрорайоне Звездный в 2022 году будут введены первые 7 жилых домов. В 2023 введут еще 12 жилых домов и детский сад. А в 2024 году крытый каток со спортзалом и школу. Далее будут построены 36 таунхаусов, вторые детский сад и школа, поликлиника и пожарное депо. Цель проекта – удовлетворить спрос на жилье, уменьшить себестоимость строительства и снизить цену квадратного метра для покупателей. Новый микрорайон в автодорожном округе будет назван Звездным в честь героев авиации и космоса.
Воспитанник Республиканской специализированной спортивной школы по футболу Николай Спирин стал обладателем бронзовой медали первенства России по футболу среди сборных команд. На турнире в Казани якутянин выступал за сборную команду Дальнего Востока, забил несколько важных мячей и привел команду к бронзовым медалям. Более того, по итогам соревнований Николая Спирина признали лучшим нападающим первенства России. Отметим, тренером юного футболиста является Михаил Никифоров, экс-капитан футбольного клуба «Якутия». По словам наставника, перспективного нападающего этим летом взяли в команду СКА Хабаровск. В завершении выпуска коротко о погоде в крупных городах Якутии. Так, в Алдане сегодня снегопад, температура воздуха -2 градуса. Вечером и ночью -3, ветер сильный от 4 до 10 метров в секунду. В Нерюнгри тоже снег, днем 0 градусов, порывы ветра достигнут 10 метров в секунду. Вечером и ночью тоже снег, температура воздуха составит -3, -4 градуса. В Ленске сегодня пасмурно и +2. К вечеру температура опустится до 0, ночью -2 градуса, ветер от 3 до 7 метров в секунду. А в Мирном сегодня +5, ветер от 3 до 7 метров в секунду, вечером ожидается 0, а ночью столбики термометра покажут похолодание до -4 градусов. И в столице республики сегодня днем 4 градуса со знаком плюс. Ночью столбики термометра опустятся до -1, ветер от 3 до 7 метров в секунду. Давление составляет 743 миллиметра ртутного столба. На этом наш выпуск завершен. До встречи!